Здравствуйте. Гость нашей студии – начальник управления госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия Дамей Авицба. Мы главным образом будем говорить о безопасности дорожного движения в летний курортный сезон. Хотя у нас безопасность на дорогах актуальная тема всегда. Начнем с того, за прошедшее время, перед летним курортным сезоном, и вообще, что делается вашим ведомством для того, чтобы на наших дорогах было комфортно и безопасно? Добрый день, уважаемый Гарри, здравствуйте, дорогие телезрители. Безусловно, мы работаем сегодня в режиме нон-стоп. Летний курортный сезон – это испытание для сотрудников госавтоинспекции. Испытание, потому что у нас есть ряд проблем, которые на сегодняшний день решить пока не удается. В первую очередь, это кадровая недостача. У нас недокомплект по всем городам и районам, и мы реально испытываем острый кадровый дефицит. Несмотря на это, мы сегодня работаем в усиленном режиме. У нас еще начался летний курортный сезон, и вы прекрасно знаете, что с каждым годом туристов на территории Абхазии увеличивается, и транспорт в том числе. Конечно, этот сезон он будет другим, он будет отличаться с предыдущим сезоном. В первую очередь, потому что мы смогли реализовать и установили на республиканской трассе в западной части, это получается от КПП Псов до Сухума, в количестве 24 камеры. Это камеры нового образца, которые имеют многофункционал. И на данном этапе мы проводим, именно акцент ставим на эту работу. Помимо этого, мы смогли реализовать на каждом стационарном посту от КПП Псов до Мочарки, поставили камеры, которые могут выявлять в потоке движения те машины, которые подъезжают к посту с нарушением. Также усилили работу по вручениям штрафов данным водителям, которые имеют штрафы. То есть максимально мы сделаем так, мы находимся, я считаю, в правильном направлении, максимально сделаем так, чтобы каждый водитель, который имеет нарушение, не смог избежать оплаты штрафа. То есть человек, который оплатит один раз, два раза, то есть он в третий раз задумается, конечно, стоит ли ему нарушать, потому что штрафы тоже не маленькие, и мы видим, наблюдаем спад скоростного режима. Мы эти камеры установили на тех участках дороги, где у нас часто были дорожно-транспортные происшествия, и мы на сегодняшний момент видим, конечно, спад. Да, есть у нас дорожно-транспортные происшествия, но любое изменение, когда ты вносишь в работе, он имеет время подачи своих хороших плодов. То есть мы рассчитывали от 3 до 6 месяцев. То есть мы их подключили 20 марта, то есть не полных 3 месяца еще, но на сегодняшний момент хорошие результаты мы наблюдаем. В этом направлении мы останавливаться не будем, будем наращивать данную работу и усиливать контроль даже над сотрудниками. Не только на камеры мы ставим акцент, помимо этого мы проводим профмероприятия, проводим рейдовые мероприятия по городам и районам с применением ротации всех сотрудников. Помимо ротации, каждый день начальники ГАИ в районах, у себя в районе проводят именно, особенно в ночное время, для выявления водителей, которые садятся за руль в наркотическом или в алкогольном опьянении. В этом направлении мы проводим работу. Здесь тоже есть спад немного. Люди стали, конечно, садиться за руль меньше, выпившие. Да? Мы в этом тоже проводим работу дальше. Помимо этих всех работ, мы часто проводим беседы с сотрудниками ГАИ, проводим совещания еженедельно по районам, также проводим совещания Министерства внутренних дел, проводит наш министр внутренних дел, доводим до наших сотрудников. Я считаю так. Сотрудник госавтоинспекции является одним из людей, который встречает первыми наших гостей. Мы должны сделать так, чтобы наши гости, когда заезжают в Абхазию, у них впечатление складывалось
только хорошее. И чтобы они после отдыха уезжали с Абхазии с хорошим настроением, чтобы у них было желание вернуться сюда. Есть ряд таких нарушений, допустим, да, сотрудник госавтоинспекции несет службу по трассе или на стационарном посту, выявил нарушение. Да, допустим, у людей, которые заехали отдохнуть. Но есть категории таких нарушений, где может сотрудник, и мы это объясняем, что так надо делать, где он может предупредить, пожелать хорошего отдыха и хорошей дороги. Ну да, если Вот не тогда грубое мы сможем поднять имидж сотрудника ГАИ, имидж сотрудника милиции и вообще имидж Республики Абхазия. Мы это всегда проводим. Хочу сказать еще следующее. Нету такого сотрудника, который дисциплинарно не был наказан. Вот сегодня у нас 2:30 будет совещание большое в Министерстве внутренних дел. Я больше чем уверен, что министр будет проводить совещание и будет акцент ставить на сотрудников, чтобы они себя вели корректно. Есть нарушение, остановили водителя, да, показали его нарушение. Если это по фото-видеофиксации, то ее избежать невозможно. Если какой-то там, ну, заехал человек первый раз в Абхазию, там где-то сплошную пересек, да, там сотрудник просто увидел, не зафиксировала камера, а просто сотрудник увидел, или не туда свернул, подойти, объяснить, как проехать и пожелать хорошей дороги. То есть такие сотрудники, которые грубо нарушают и превышают свои функциональные обязанности, поверьте мне, они не будут наказаны дисциплинарно. Эти люди уже были наказаны по 2-3 раза. Такие люди будут увольняться. Они не будут переводиться на какую-то другую службу. Получается, я свою проблему должен передать, допустим, коллеге, да, которые будут ему там проблему создавать. Такие люди будут уходить домой. Когда мы 2-3 уволим, у нас в практике уже такое было, когда на стационарном посту люди, находясь на службе, в обед выпили, выехали, совершили дорожно-транспортное происшествие. Люди, которые проработали большое время в ГАИ, то решением министра внутренних дел эти люди были уволены. Таким образом, сотрудники, которые работают, должны для себя делать вывод, должны чего-то бояться. Милиция сейчас перешла на новый уровень работы, а мы должны, так же как и гостей, также относиться к своим гражданам с уважением. Ну, по гостям это мировая практика, когда вот к отдыхающим относятся вот все-таки с неким уважением, то есть, ну, где-то подсказать, где-то предупредить, но если сейчас это не очень грубое какое-то нарушение, которое повлекло там ДТП там или очень опасную ситуацию, но вот стараются как-то вот с отдыхающими всегда работать в таком ключе. А мы же тоже выезжаем, да, в Российскую Федерацию на своем транспорте, и мало раз нас, допустим, останавливали, да, там с Абхазии, они к Абхазии относятся очень тепло. Если ты прям сильно грубо не нарушил, они всегда пойдут навстречу и с пониманием подойдут, предупредят и пожелают хорошей дороги. Мы обязаны, и я уверен, что мы к этому придем, потому что наша работа направлена на то, чтобы нашу Абхазию полюбили, гости имели желание приезжать сюда. Со стороны правительства нам, кстати, вот, чтобы реализовать этот проект по камерам, поддержка большая была со стороны правительства, за что благодарен. Была проработана Министерством внутренних дел кропотливая и долгая и сложная работа. Мы ее не должны убавлять, мы будем ее наращивать, делать так, чтобы на наших дорогах минимизировать дорожно-транспортные происшествия, а именно, чтобы люди у нас не погибали. Ну, это правильное направление, потому что все люди куда-то ездят, и бывает, ты когда вот, в незнакомой местности, там, ну, правда, поехал против движения, что-то не заметил, какой-то знак. Ну, все случается, и с пониманием надо к этому относиться. И надо понимать, что ты тоже вот завтра поедешь туда и скажут, а там у вас не прощают такие вещи. Еще вопрос такой, как местной администрации, дорожной службы, вот насколько вот вы совместно активно работаете. Вот не могу не упомянуть вот этот Гудаутский перекресток, кстати, несколько лет назад там его как-то обновили, что-то сделали, но все равно он был очень неуютный. Я вот, проезжая там, всегда сбрасывал скорость,
держал низкую, потому что перекресток на самом деле непростой. Вот, такой вот, у всех есть пожелание, там можно было бы к железной дороге, например, еще одну полосу как-то прибавить, чтобы там было пошире. И вот поражает, что везде у нас лежачие препятствия, ну, практически очень часто они встречаются, а вот там непосредственно их тоже не было. Вы читаете мои мысли. Касаемо лежачих полицейских, мы, учитывая, что летний курортный сезон транспорта будет побольше, и там, где вот мы положили лежачий полицейский именно резиновый, то есть перед ними надо полностью остановиться, то есть это образовывает пробку. На сегодняшний день Общую мы скорость максимально движения смогли, теряют. там, где мы установили камеры, мы эти лежачие полицейские убрали. Касаемо взаимодействия между дорожными службами, между районной администрацией. Да, у нас в основном проблема была в Гагарском районе и в Гудаутском районе, и город Сухом. Мы взаимодействие на сегодняшний день у нас перешло на новый уровень. После того, как меня, если в пример брать, после того, как назначили меня на эту должность, к нам обращались и до моего назначения по Ацинскому повороту, что на данном участке у нас в 2023 году было там до 30 дорожно-транспортных происшествий, погибло где-то до 10 человек. И в моем понимании было такое, что на данном участке обязательно и в срочном образе надо было установить лежачий полицейский. После ряд встреч, после ряд совещаний с дорожными службами мы пришли к единому мнению, и было принято решение сделать там лежачий полицейский. Могу смело вам заверить, что прошло где-то 8 месяцев, на данном участке у нас не было ни одного дорожно-транспортного происшествия, и тем более со смертельным исходом. Касаемо Лыхнинского поворота, когда там были проделаны работы, там они не сделали до конца. Да. На сегодняшний день у нас буквально вчера была встреча, мы с дорожными службами были в УКС. У руководителя УКС мы пришли туда уже с проектом. В данном проекте указано не только установить лежачий полицейский, там комплексно мы сели, все моменты проверили. То есть на самом кольце, вот если ехать со стороны границы, по правой стороне стоит модуль, который сидит диспетчер, также там стоял магазин, и там же стояли общественный транспорт, спринтера, который, да. То есть, когда едешь с границы, всегда осторожно проезжаешь, не зная, с какой машины кто выскочит. То есть, на данный момент по проекту он УКСом был удовлетворен, сейчас ведутся переговоры. Я думаю, в течение недели, там даже мы смету уже сделали, думаю, в течение недели там начнутся работы. То есть, вот этот модуль, весь транспорт будет переводиться ближе к Сухому, там есть площадка по правой стороне, ближе к железной дороге, в ширину 15 метров. Мы все это будем переносить туда. И плюс мы дополнительно, там позволяет добавить одну полосу, то есть едешь со стороны границы. Со стороны железной дороги, да? Да, железной вот дороги можно добавить одну полосу, то есть одна будет уходить на Гудауту, на Лыхны, вторая полоса в сторону Сухума, и третья для того, чтобы заехать на этот остров, где будет стоять общественный транспорт. Я думаю, после всего, как мы это все там сделаем, это будет сделано, поверьте мне, в течение недели начнутся работы, займет где-то это месяц. Вот как мы сняли вопрос по Ацинскому повороту, я думаю, Лыхнинский поворот будет снят. А на выходные, кстати, мы с дорожными службами ездили на Рицу, там были рабочие моменты, мы смотрели, как сделать так, чтобы там было поменьше пробок, учитывая, что до 5000, наверное, людей туда поднимаются на своем транспорте и автобусы, и там какие-то у нас видения были, мы их тоже в течение недели будем решать. Мы потом заехали в туннель, да, туннель находится не в том состоянии, в котором должен быть, есть какие-то видения, какие-то переговоры мы уже провели, будем дальше проводить, и также мы поехали на КПП ПСОУ, когда выезжаешь с границы, там ряд вот, ям есть. да, еще, ямы, понятно, мы их вчера уже залатали,
Есть Ограждение посередине да, помятое. да, помято. Мы ее вчера там, они ее промыли, почистили. Указания, пока мы сидели в УКСе, звонили дорожным службам, попросили, чтобы они нам помогли по-быстрому, потому что отдыхающие заезжают, видят такое как-то неприятно. И у нас по данному участку есть тоже проект, он уже готовый, мы его вчера тоже обсуждали, показывали. Сейчас ведутся переговоры с определенными людьми, которые работают в правительстве. Я думаю, они с пониманием подойдут. Там обочины расширить, наверняка. Там мы третью, то есть вот если ехать с Сухума, летний курортный сезон, когда заканчивается, там там большие пробки очередь бывают. доходила до Роснефти. Там мы можем добавить по правой стороне третью полосу, то есть получается крайняя правая полоса будет, которая будет уходить налево в село Сальма, и две полосы будут уходить, кто выезжает на выезд, кто там на стоянку, которая находится там. Я думаю, по этому проекту у нас будет положительное решение, и мы начать, наверное, не сможем сейчас, потому что курорт, я думаю, к концу летнего курортного сезона мы там тоже начнем проводить работу. Там по центру мы хотим сделать клумбу в ширину 15 метров, поставить флаг большой, там огородить, красиво все это сделать. Я вот не отходя ну, по этому месту конкретному, ну, замечал я, да, бывает там образуется длинная такая вот пробка, затор огромный, бывает очень даже далеко он идет. Ну, желательно, чтобы они не создавались вообще, конечно. Вот, но водители тоже, ну, как у нас ведут себя, мы же знаем. Нетерпеливые. Нетерпеливые, то есть они не ждут, они начинают лезть там через И по встречные. встречку, да. Вот, вот как дисциплинировать, чтобы было вот это вот взаимоуважение, чтобы... Ну, я думаю, это подсознание у каждого водителя должно быть уважение, да, к другим участникам дорожного движения. Есть какая-то солидарность, да, водительская. Ну, выезжая на встречную полосу, он должен понимать, что он может создать понимать затор, это хорошо, и что но будет больше. на них как-то надо воздействовать. Вот я вспомнил еще один случай. Я помню, упало дерево, вот летом я вез друга на границу, и там образовалась пробка. Там очень много людей, которые на самолет, на поезд, естественно, опаздывают. И все там заехали, эта сторона заняла и встречную, и в итоге потом дерево убрали, а разъехаться не могли. Я вот подчеркивал, проблема, однако, есть нехватка сотрудников. Вот, допустим, да, вот вы рассказываете определенный случай, упало дерево, там, ну, там было бы, допустим, 3-4 сотрудника ГАИ, а количество транспорта, это республиканская трасса, да, там много. физически изъять документы у всех не получается, кто-то не даст, кто-то с тобой будет спорить, кто-то даже полезет драться. То есть, а сотруднику надо отрегулировать непосредственно там, где проблема. И бегать за ним, ну, есть свои какие-то Очень сложная там была моменты. Да. ситуация. Человек должен просто себя уважать и уважать других людей. Вернемся опять к нашим видеокамерам, камерам фото-видеофиксации. Вот определенный эффект, вы говорите, есть, я знаю, там и в цифрах, наверное, вы скажете. И будет ли продолжение там по восточной части республиканской трассы, будут устанавливаться? Ну, было как-то заявлено об этом. Да, конечно, камеры, я как ранее говорил, по западной части, если в моем понимании, достаточно камер стоят, чтобы до людей донести и оштрафовать тех людей, которые грубо нарушают. На сегодняшний день камеры, которые мы будем ставить на восточной части, они у нас на территории Абхазии уже находятся. Одну камеру уже мы поставили, это в районе, не доезжает Таможского поста, она уже функционирует, работает. Есть какие-то свои технические моменты, связанные с интернетом, подвести туда связь, там, где будут установлены камеры. Мы уже выезжали, определили точки, это точки, где у нас были дорожно-транспортные происшествия, и мы эту работу проводим. Я думаю, в течение 2 недель мы уже камер 10 уже установим. Мы предполагаем, что будет установлено в восточной части где-то до 15, до 17 камер. Это, думаю, достаточно для того, чтобы
оперативно выявлять тех нарушителей, которые нарушают наше республиканское По законодательство. интернет-сети все это работает. За 15 секунд вот он нарушил, здесь его уже поджидают, уже видели, уже зафиксировано Да. нарушение. И вот я говорил ранее, что у нас самые такие участки, районы были Гудаутский и Гагарский район. То есть Гудаутский район, вот если помните, ДТП, которое было после столкновения двух машин на Лыховском повороте, люди, которые стояли на остановке, они, к сожалению, там погибли. То есть вот если не брать этот факт, по Гудаутскому району у нас спад был. И к чему говорю, что Ачимчирский район, учитывая, что люди видят, что там камеры не установлены, а Ачимчирский район на данном этапе статистику по дорожно-транспортным происшествиям, он чуть-чуть там превысился. И вот после того, как установим, я думаю, мы ситуацию там изменим в лучшую сторону. Скажу так смело, желание работать и привести нашу трассу в порядок у нас есть. Есть силы, есть поддержка со стороны руководства Министерства внутренних дел, со стороны правительства. Я думаю, мы придем к хорошим результатам. Вот я к этому еще отдельно хочу подчеркнуть, вот как у вас работают, допустим, патрулирование, как работает? Вот. Патрулирование у нас помимо районных госавтоинспекций сотрудников, да, есть у нас в управлении ГАИ так называемая спецрота. Она занимается патрулированием с КПП ПСОУ до Лыхнинского поворота. Ну, в потоке едут. Да, в потоке едут. Но бывает, когда у нас часто есть какие-то мероприятия, где надо подкрепить этими сотрудниками, есть какие-то свои внутренние мероприятия в городах, в районах, мы этими сотрудниками им в помощь отправляем. Когда они свободны, они именно занимаются патрулированием. И помимо этого у нас на каждом посту мы установили стационар, где можно выявлять этих нарушителей. Мы спецроту тоже направляем туда, чтобы они там и на посту тоже им помогли. И периодически выезжают на патруль. Там ездить 24 часа тоже всегда не получается. Потому что поймать самых злостных нарушителей можно только в потоке. То есть вот когда инспектор видит реальные нарушения. Да. И у нас, кстати, вот что мы еще смогли сделать? Вот как мы смогли ограничить тех людей, которые грубо нарушают, и накопилось очень много штрафов. Допустим, у нас в управлении ГАИ люди приезжают обменять водительское удостоверение, пройти технический осмотр, да, годовой, переоформить машину. То есть мы, не проверив его на штрафы, да, если присутствуют штрафы, то есть пока он не оплатит эти штрафы, мы ему никакую операцию не производим. Он не может пройти техосмотр, поменять водительское удостоверение и переоформить машину. Это в каком-то случае прям вот сильно нам помогает. Да, вот про камеру мы не закончили еще, да? Вот. Работу камеры фото-видеофиксации я хотел бы озвучить вам. В 2024 году было вручено 30 479 постановлений, из них оплатили 27 516 постановлений на сумму 19 миллионов 251 тысяч. Повторяю, это за 2024 год, за 12 месяцев. Если брать статистику за 2025 год, учитывая, что мы камеры установили с 20 марта, то есть неполных 3 месяца, то у нас цифра такова. Врученных постановлений 27 777, количество оплаченных постановлений 18 667. По сумме за неполных 3 месяца это составляет 13 миллионов 346 тысяч. В сравнении большая за год сумма. Получается 19 миллионов. То есть в среднем мы наблюдаем, мы каждую неделю делаем отчет, передаем Министерству внутренних дел. За неделю мы вручаем от 4 до 5 тысяч постановлений. Оплаченных получается 2 503, и по сумме где-то 1 500 000 1 700 000. Это в течение недели. То есть эта сумма влияет на водителей. Я как ранее говорил, оплатить 1 раз, 2 раза, да, это в работает. любом случае это будет. Помимо этого у нас еще есть, мы проводили совещание с силовым блоком, присутствовала миграционная служба, военная прокуратура. Кстати, инициатива была военной прокуратуры, и вот мы там провели совещание, и хочу подчеркнуть, что со стороны сотрудников сейчас спад пошел, они менее нарушают, потому что
Они знают, что мы будем эту информацию передавать руководителю службы, и по нему будет потом проводиться какие-то мероприятия, там, дисциплинарное взыскание, и могут даже вопрос поднять, если это будет по 119, он попался в алкогольном опьянении или в наркотическом, вопрос может встать о дальнейшем его работе. То есть каждый сотрудник будет держаться за свою работу и не нарушать, и этим самым нам помогать. Любой сотрудник госслужащий должен нам в помощь быть, а не повышать нам статистику на нашей дороге. У нас часто, вот сейчас вы наблюдаете, модно стало заниматься дрифтом, как это называется, и ночные гонки. У нас была информация, это где-то 2 месяца назад, у нас была оперативная информация, что по республиканской трассе в Ачимчевском районе, где Атарский поворот, где-то в час ночи намечается дрифт. Там и там ровная гонки. такая, да, дорога. Мы оперативно сообщили, согласованно с начальником милиции Ачимчевского района, поставили оперов, пришлось где-то в лесу подсесть даже, и наша спецрота, мы вот, когда они начали только делать заезды, мы с 2 сторон подъехали, остановили их. Кстати, хочу подчеркнуть, что там было где-то машин, наверное, 150, и людей было человек 100, и было для меня удивительно, что и были девочки молодые. И это проводилось 14-15 марта, с 14 на 15. Но мы когда туда подъехали, я взял рупор, сказал, соберитесь поближе сюда, и в виде беседы я донес, постарался донести до каждого и сказал, что дату, которую они выбрали, Да. многие не знали, какая дата была. Это 14-15 марта, когда наши старшие в мартовском наступлении погибли. Это были траурные дни. И кто-то начал говорить, что это с 14 на 15 уже 12 часов, начал объяснять, что это не так. Но мы смогли до каждого донести. Там было 2-3 человека, которые хотели спровоцировать там, на какой-то конфликт, понимая, что за моей спиной немало сотрудников, и с той стороны много молодежи. Не начали там кого-то скручивать, потому что ситуация могла измениться, и ответственность нес бы я. Ну и с теми ребятами мы на второй день провели беседу, они с пониманием подошли, что были неправы. И эту информацию увидели в России люди, которые занимаются, создают такие площадки для того, чтобы можно делать автодром, мотодром. И вот обратились к моему другу, у которого в Ачимчевском районе есть возможность выделить определенно, да, гектар земли, там получается 12 гектаров. На сегодняшний день они 2-3 раза уже приезжали, они определили, какое количество земли им нужно, там, я уже разговаривал, где-то 12 гектаров, там комплексно, со всеми безопасными мерами, Да. там с трибунами, со всеми этими. Если это смогут они сделать, и все это будет безопасно, это мы будем согласовывать с Министерством внутренних дел, с организаторами, проводить беседу. Если такая площадка будет, ну, у людей будет площадка, где это можно будет делать. И, кстати, что хочу подчеркнуть, у нас после сдачи экзамена мы должны принимать на автодроме. К сожалению, автодрома у нас нету. Если эта площадка будет готова, мы все автошколы обязуем, чтобы они с ними заключили договор. То есть после сдачи теории мы будем назначать дату и время, и мы будем туда выезжать и принимать вождение на этом участке. Это было бы круто. Вот мы ожидаем, что Ну, это будет конечно же, сделано. запрещая что-то, надо где-то создавать там, где они могут выпустить энергию. Даме мы не можем обойти вот тему ДТП, там мы так косвенно их касались. Ну, мы в сети сейчас все видим то, что вот если что-то где-то происходит, там было еще пару видео, где пешеход уцелел там на обочине. Ну, есть такие, сегодня все, везде стоят видеокамеры, практически любое ДТП попадает на камеру, это и обсуждается, и, естественно, имеет определенную реакцию. Касаемо ДТП, я хотел бы вкратце сказать, за 2024 год по Республике Абхазия было зарегистрировано 161 ДТП, в результате которых погибло 48 человек и получили ранения 175. В аналогичный период с 2023 годом количество ДТП было 186, в которых погибло 57 и ранения получили 264. Таким образом, разница ДТП составила на 2024 год минус 25.
погибших при этом 9 и раненых при этом минус 89. Если брать статистику за 5 месяцев 2025 года, у нас по республике зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, погибло 18 человек и получили ранения 56. В аналогичный период с 2024 годом было 51 ДТП, в которых погибло 14 и ранения получили 63. Таким образом, разница ДТП составила минус 11, погибших плюс 4 и раненых 7. Вот здесь я хотел бы подчеркнуть, погибших 4, у нас из 18 погибших 8 это наезд, и те люди, которые после столкновения двух машин, вот как на Лыханском было, вот двоих сбили, а в Гагарском районе было, в Пицунском, в Ишерах внизу. То есть мы мониторим и смотрим виды нарушений и виды дорожно-транспортных происшествий. Это тоже о многом говорит. В этом направлении, вот я как говорил ранее, да, с камерами, мы будем усиливать эту работу и будем... Наша основная задача создать на наших дорогах безопасную дорогу и чтобы наши люди на наших дорогах не гибли. По статистике вот по прошлым годам я помню, что нетрезвые водители совершали процентов 20 ДТП. Вот сегодня как это? Ну, они, правда, более тяжкие получаются. Ну, примерно, вот сейчас тоже, наверное, примерно... Но из 40 дорожно-транспортных происшествий виновны именно в алкогольном опьянении было 7 человек. Если брать статистику, кстати, вот за 5 месяцев выявленных за нарушение, да, по 119, 832 человека за 5 месяцев. Из них в состоянии наркотического опьянения из 832 148. Вот, и лишены за 5 месяцев 632 человека на 6 месяцев. 200 материалов было передано в суд. Это те люди, которые повторно или которые были вообще без водительского удостоверения. Мы очень сильно сотрудничаем с судебными приставами. Люди даже, которые за такое наказание, мы их лишаем. При неуплате штрафа, там сумма 30 тысяч рублей, если они не уплачивают, мы передаем судебным приставам, и они уже взимают эту сумму уже у них отдельно. Да, ну вот почему я про нарушителей нетрезвых говорю, потому что у нас не только они вот эту вот погоду с ДТП создают, очень много у нас людей, которые, ну, очень грубо нарушают, фактически пренебрегают иногда полностью правилами. Вот эта категория тоже не маленькая. Вот. Ну, перейдем еще к одной проблеме, которая у нас складывается. Понятно, парк автомобилей у нас растет, а сейчас вот в летний курорт еще автотуристы будут, и обслуживающие машины, вот всякие санатории, гостиницы, это тоже транспорт, который везет продовольствие, продукты, товары, это тоже прибавляет поток. Ясно, что на дорогах будет непросто, вот. Но вот если по столице посмотреть нашей, вот положение с парковками, оно тоже усугубляет вот это положение. То есть особенно вот участки республиканской трассы Талакоба, вот, да, Ардзанба и Дзидзария, Эшпа. Вот на этих участках, то есть паркуются везде. Я понимаю, что вы их, видимо, жалеете, потому что некуда девать машины. Но да, парковочных мест не хватает нигде. Да, я, конечно, прокомментирую данную проблему. Чтобы вы понимали, по республике вместе с российскими машинами, которые ставятся на учет, которые постоянно у нас ездят, вместе с абхазскими машинами, да, у нас где-то 80 тысяч единиц. По городу Сухом, которые стоят на учете, 30 тысяч автотранспорта. Количество для города Сухом это очень большое. Это не учитывая, что с других районов люди, которые здесь тоже ездят. Я не удивлюсь, если это будет 40 тысяч. Количество сотрудников, которые заступают на службу именно по городу Сухом, в количестве 6 человек, при большом моем желании, невозможно во всех участках, где есть проблемы, оказаться этим сотрудником.
А Кстати, может еще сумма штрафа маленькая за парковку? сумма штрафа, да, достигает 600 рублей. Вот, пользуясь случаем, да, вот вашим телевидением, я хотел бы обратиться ко всем нашим водителям. Если вот наши граждане, да, думают, что силами ГАИ и силами милиции можно привести в порядок, именно я за столицу говорю, это они глубоко ошибаются. Каждый водитель должен понимать, когда подъехал на какой-то участок, должен посмотреть, где он свою машину ставит. Мы часто видим, что ставят на зебре, ставят так, чтобы другая машина выехать не может. Но это элементарные вещи, которые водитель должен соблюдать. Если он не будет любить свой город, свою Абхазию, свой народ, то эти проблемы у нас будет все Ну, больше и Дамир, больше. многие понимать. пытаются в 2 шагах от того места работы или где они хотят, куда подъезжают, хотят вот прямо там поставить. Ну, поставить чуть подальше и пройти, это И не по такая поводу проблема. парковок, если мое мнение спрашивать, там, где возможно сделать парковочные места, если даже мы везде все сделаем, то количество транспорта, которое есть, они не поместятся там. Недостаточно. Новый глава, который сейчас был назначен у нас в городе Сухом, Агрба Тимур, мы очень близко с ним общаемся. Я с этим вопросом к нему подходил, какие-то площадки мы думали в центре города, да, найти, допустим, площадь, чтобы мы могли сделать там, расчертить какие-то стояночные места. Люди, которые работают в городе, в столице, в центре, чтобы могли машины там ставить, шли на работу, там, допустим, пройти 100 метров. Люди не хотят какие-то 100-200 метров пешком пройти, они хотят прямо на машине заехать на работу, в кабинет, там, грубо говоря. Надо чуть соблюдать правила, да, там, помочь нам. Они этим самым себе же создают проблемы. Ну вот я еще от прежних начальников госавтоинспекции слышал, что какие-то законопроекты передаются в парламент, чтобы, ну вот по тем же парковкам, чтобы сотрудник автоинспекции мог там, выписал штраф, и это так-то ставил под лобовым стеклом. Но в Москве это начиналось, фотографировали. Если у него есть претензии, вот фотография с привязкой к местности. В Москве датой. сейчас иначе да, ситуация, там... ездит машина с камерой, она фиксирует, как машина стоит с нарушением. У него приходит уведомление в госуслуги, что он нарушил, с фотографией, время, и дата, и место, там все указано. К сожалению, законодательно мы даже снять госномер по закону не имеем права. Ну, Если было бы человек лучше, напишет если можно было заявление, бы акт оставить. Мы пока дойдем до того, когда у нас эти роботы будут снимать, это очень, вы наверное, понимаете, не скоро. это имеет, вы же правильно сказали, массово нарушают. Количество людей, если мы будем снимать все эти номера, они приходят в ГАИ города со скандалами. Не номера, чтобы акт Люди можно. наши стали умные, они берут адвокатов в помощь себе. Не и номерами, а вот если выписать протокол, если закон позволять будет. К сожалению, на сегодняшний день проще. выписать протокол, оставить на этой бумажке мы не можем. Сегодня да. Элементарно протокол он выкинет и скажет, а я не знал, я даже не видел этот протокол. Над этим надо работать. На сегодняшний день в парламенте Народного собрания есть законопроект, где инициировала Генеральная прокуратура по ужесточению наказания именно проезда на красный свет, пересечения сплошной линии и по изъятию транспорта, который люди, когда садятся за руль, транспорта средства в наркотическом, в алкогольном, чтобы это было узаконено и в собственности, не в собственности, чтобы эти машины, допустим, стояли месяц. У нас сейчас нет доверенности, то есть любой человек может сесть в другую машину и поехать, или, допустим, сесть в За нарушение парковки тоже эвакуатор будет. Кстати, касаемо эвакуатора... Это дороже обойдется. Да, мы эвакуаторы уже привезли, законодательно мы тоже должны через парламент пропустить, как этот закон будет принят, мы начнем практиковать. Мне сложно сейчас это представить, как это будет сделано, но мы будем практиковать после того принятия закона, чтобы могли эвакуировать машины и поставить на штрафплощадку. К этому мы должны прийти. Если наш народ не перестанет нарушать на наших дорогах. Лучше бы им штраф вручать, потому что им еще придется и за эвакуатор платить. Это будет гораздо дороже. Ну, будем по факту реагировать, как будет лучше для нас и для наших граждан. Ну, традиционно, наверное, обратитесь к водителям. В общем, да, хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим водителям. У нас сегодня такое время, когда мы можем заседать
чтобы наша Абхазия процветала, чтобы мы могли своих детей воспитывать. Наши старшие, которые принесли нашу победу, чтобы эта победа была в пользу в дальнейшем для нас и для наших детей, чтобы в нашу страну желание приехать отдохнуть, количество людей, чтобы было больше, чтобы наши люди не нарушали, соблюдали правила дорожного движения, не делать больно нашим родителям, нашим детям. Подняв скорость 200 километров, да, помимо тебя, у нас ездят автобусы детские, у нас ездит общественный транспорт, у нас были такие случаи. Просто подумать и понять, что так нарушать нельзя. И один раз, два раза тебя Бог бережет, но в третий раз, к сожалению, будет такой случай, который потом не вернуть обратно. Вот обращаюсь ко всем водителям, не нарушать, соблюдать правила дорожного движения, жить и любить свою жизнь. Пожелаю вам удачи в работе, Спасибо большое, успехов. Гарри.